Приветствую всех, кто только проснулся и присоединился к нам. А это утро с нами встречает проректор по научной работе Ингушского госуниверситета, доктор химических наук, ответственный секретарь приемной комиссии Захидат Султыгова. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть сегодня у нас в гостях. Захидат Хасановна, завершается работа приемной комиссии этого года. Дело, безусловно, непростое. С какими трудностями вам пришлось столкнуться? Ну, естественно, в этом году определенные условия и правила приема в связи с этим были изменены для поступающих в связи с эпидемией. Конечно, документы абитуриенты в основном должны были сдавать в электронной форме, не непосредственно в ВУЗе, а в режиме онлайн по электронке. Поэтому там возникали, конечно, определенные трудности. Некоторые не умели оформить определенным образом, по требованию эти документы, и возвращать приходилось. Но такие вот трудности, сложности были. Но, тем не менее, мы начали принимать документы. У нас целый штат технических секретарей, которые сидят, принимают. Все-таки предусмотрены все меры защиты. Они и в масках должны быть, и в перчатках, и так далее. Дистанция соблюдается. Вот таким образом мы начали прием документов, и по сегодняшний день продолжается прием документов у абитуриентов. До 18 числа по результатам ЕГЭ поступающих будет осуществляться прием документов. А от лиц, которые поступают, значит, на условиях сдачи вступительных экзаменов, проводимых университетом самостоятельно, прием документов от этих лиц у нас вчера закончился 6 числа. 8 числа начинаются вступительные испытания у этой категории лиц, которые, то есть те лица, которые поступают на специальности или по форме, которые вступительные экзамены проводят университет. А вступительные экзамены будут проводиться в онлайн-режиме или же все-таки они будут проходить? Нет, они будут непосредственно, там подготовлены условия, аудитории, естественно. Вот таким вот образом. Ну, как они ЕГЭ сдавали, вот таким вот образом будут проходить экзамены. Вот ЕГЭ перенесли, да, экзамены перенесли на длительный такой срок, отодвинули. Скажите, насколько сильно вот это вот повлияло на работу приемной комиссии? Усложнилась ли работа? Ну, естественно, в это время мы уже давно завершали, уже приказы издавали, зачисляли. Конечно, сместился период сдачи экзаменов и так далее, зачисления, приказы. Мы вплоть до 1 сентября уже по заочной форме мы будем еще принимать документы, принимаем до, по-моему, 20 числа, до 20 августа, а потом у них тоже и вступительные испытания и так далее. Конечно, затянулся этот процесс. Захидат Хасановна, как проходила приемная кампания на заочном отделении? Есть ли разница между очной и заочной? Вы знаете, компания еще, я не могу сказать, что она проходила прием документов, продолжается. На все программы, образовательные программы, бакалавриата, магистратуры и так далее, прием документов продолжается. Продолжается прием документов у нас не только по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатура. Аспирантуру мы завершили прием, то есть по всем направлениям. До сих пор продолжается? Конечно, конечно, продолжается. Единственное, у нас вот эта категория только 8 числа начинаются вступительные испытания в университете. Проходной балл на большинство факультетов заметно возрос. С чем это связано? Вы знаете, пока или рано может об этом говорить? Да, вы знаете, об этом пока рано говорить. Возрос он или не возрос. Ну, конечно, изменения какие-то он претерпел, само собой, разумеется. У нас, я должна сказать, вот на количество, у нас 621 место по очной форме, по заочной 312. Это контрольная цифра приема. На сегодняшний день подали документы более 2000 человек по очной форме и более где-то 350 по заочной форме подали документы. Но прием документов, я же говорю, еще продолжается, поэтому эта цифра, естественно, будет увеличиваться. Да? И вот должна сказать, что на некоторые специальности, как правило, как обычно, это лечебное дело, лидирующие у нас специальности, юриспруденция, лидирует,
Значит, Большим спросом, да, у абитуриентов очень пользуются? большим спросом, да. Социальная работа на сегодняшний день, информационные системы очень востребованы уже вот второй год у нас. Второй год. Как по высшему образованию, так и по среднему образованию. У нас Юриспруденция. очень много желающих поступить туда. То есть на все специальности достаточно большой конкурс. Но есть некоторые специальности, хотелось бы, чтобы желающих было больше на физику, на математику, там меньше подали документы. Хотелось бы тоже, чтобы пока абитуриенты еще определяются, но хотя они имеют возможность сдавать одновременно в одном вузе на 3 специальности сразу. Они так и подают Да. в основном все документы. Хотелось бы узнать, появились ли новые направления в этом году? Нет. В прошлом году было 5 направлений. Нет, по сравнению с прошлым годом у нас никаких новых образовательных программ не появилось. Вот. Я вот еще должна сказать, что до 18 числа будет продолжаться прием документов, а вот где-то 20-21 завершается очень важный момент. 18 числа заканчивается прием документов. 19 числа мы вывешиваем ранжированные списки абитуриентов. Ну, Да, там уже да. будет видно, рекомендованный кто и так далее. Теперь, значит, и далее идет уже процедура зачисления. Поэтапная процедура зачисления. Приказы, да? Перед каждым Зачисление. этапом зачисления обязательно, вот хочу обратить внимание абитуриентов, обязательно они должны представить заявление о согласии быть зачисленным на ту или иную специальность. Если не будет этого заявления, то есть, как предыдущие годы, не требуется так обязательно оригинал документа. Это обязательно было условие раньше. Теперь они в течение года могут приносить И этот аттестаты, оригинал. всё, да? Все могут. Но заявление о согласии быть зачисленным на ту или иную специальность, на которую желал бы человек, то лицо, которое поступает учиться, обязательно должно быть. Без этого заявления о согласии зачисления не будет. Поэтому перед каждым этапом, вот первый этап зачисления у нас приказ будет издаваться 22 августа, а 20-21 вот эти 2 дня они предоставляются для зачисляемых по этой форме по первому этапу. А первый этап – это поступающие по целевой квоте и имеющие особое право. Это будет много ли у первый нас приказ. целевиков в этом Целевиков, конечно, много, конечно. Потому что, в принципе, лечебное дело из 80 мест, выделенных контрольной цифрой, 61 – это целевые. Все целевые места. Ну, по целевому да, поступать легче. 8 всего мест там по особому праву, по квоте. Да. И остается на общий конкурс всего 11 мест. То есть от каждой контрольной цифры по программам поступления, они, конечно, естественно, на целевую форму выделяются из контрольной цифры приема на целевую форму и по особому квоте, праву да? поступающие. Да, квоте. Вот эти, на 2 эти квоты. А стало ли меньше в этом году бюджетных мест? Нет. Нет, тоже количество? Бюджетных мест больше даже стало. Больше. Больше даже стало, чем предыдущие годы, не меньше. На базе нашего универа функционирует колледж. Появились ли там новые специальности, как проходил отбор и как зачислялись набор абитуриентов? Новых специальностей нет, конечно, те же специальности. Здесь тоже я должна сказать, что здесь есть и наибольший конкурс, тоже, как я сказала, на информационной системе 30 контрольная цифра, и подано заявление 164. Ну, заявления-то еще подаются и продолжают. Потому что СПО у нас прием документов будет продолжаться до 10 августа. 14 августа издается приказ о зачислении. Зачисление будет по среднему баллу. Но при равенстве баллов обязательно будут учитываться индивидуальные достижения, чтобы зачислить их, если будут, много. Да, баллы Конечно, добавляться? если отличных. Если, допустим, на сестринское дело у нас всего 15 контрольная цифра, а подавших заявление там где-то 150 человек. Поэтому конкурс большой, чтобы сделать соответствующий правильный отбор, Да. конечно, будет учитываться средний балл.
аттестата, документа об образовании. И плюс, конечно, индивидуальные достижения, чтобы как-то было это. Больше баллов, да, Да, все-таки? да, конечно. Положительно отзываются абитуриенты о работе приемной комиссии. Как бы вы ее оценили? Честно говоря, у нас очень хорошие технические секретари. Это в основном наши выпускники сидят. Наши Наши методисты, сотрудники, лаборанты наши, да, наши выпускники даже нынешнего года, ребята, да, не только девочки и парни, очень ответственно относятся к своей работе, очень хорошо. Они уже второй год работают, вот этот контингент, который сейчас. И, конечно, Они еще не поменялись, да, с прошлого года? Они не поменялись, они, наоборот, научились лучше работать. И у них как-то получается и объяснить, и контакт с родителями, с абитуриентами. Очень хорошие ребята, очень стараются, конечно. Захидат Хасан. Мы довольны очень их работой. Ну, если вы довольны, значит, работа идет хорошо. Да. Какие советы вы можете дать будущим абитуриентам? Ну, будущим абитуриентам в первую очередь, конечно, хочется дать совет, чтобы они все-таки выбирали больше дисциплин. Это мы каждый год говорим. ЕГЭ, чтобы у них была возможность, видите, есть по некоторым дисциплинам многие набрали, вот, кстати, к примеру, на лечебное дело поступающих химия очень сложно, как бы отзывается, да, все было с химией какие-то проблемы баллы возникли достаточно во время низкие были у многих. И поэтому, чтобы они имели возможность, если не могут поступить на желаемую специальность, могли выбрать какую-то другую, выбор, чтобы себе... Чтобы во время ЕГЭ они сдавали больше предметов, больше да? предметов, желательно, конечно, было бы. Так, потому химия, что они биология. приходят, многие приходят и говорят, что, чем помочь. Помочь не можем, если у них сданы только 3 дисциплины, и ты никуда не денешься. Строго по направлению только этих дисциплин ты можешь рекомендовать. Не проходишь на бюджет и на коммерцию, все, да? конечно. А бывает возможность пройти на бюджет, если бы была сдана какая-то дисциплина. А вот есть ли какой-то средний балл, если ты поступаешь на коммерцию? На коммерцию у нас тоже определенное количество мест. Мы не ограниченно будем принимать в этом году. Там определенное количество мест утверждено. Поэтому там будет тоже, конечно, естественно, конкурс. Я не могу сказать, что там какой балл будет, конечно, в зависимости от того, как будут складываться. Поэтому мы, когда будем вывешивать 19 числа ранжированные списки, там, значит, списки по программам, поступающих по программам бакалавриата, специалитета, они будут суммироваться по результатам ЕГЭ, и плюс, конечно, обязательно будут учитываться индивидуальные достижения. Обязательно, да. Ну, это, конечно, большой плюс, когда они засчитываются. 5 баллов. ГТО тоже же засчитывается? ГТО засчитывается. Красный с отличием аттестат, документ об образовании. Ну и призеры Олимпиады. Да, Олимпиады, да, обязательно призер. Но в этом году им стало легче. Те, кто выиграли республиканский этап, сразу автоматически стали призерами Всероссийской Олимпиады. В этом плане им повезло в этом году. Всероссийской они имеют, конечно, преимущество поступления. Обязательно победители Всероссийских Олимпиад. У нас их мало бывает, правда. Мало, да? Мало бывает. Всероссийских мало бывает, да. Зачитать хотела, чтобы тоже... Да, конечно. Тоже я знали. Надеюсь, что наши абитуриенты посмотрят. Вот этот момент хочу, да. Просто что касается, я хотела бы обратить внимание вот на этот момент. Значит, в постановлении правительства Российской Федерации, мне бы хотелось обратить на это внимание, от 21.03.2019 года за номером 302 о целевом обучении прописано следующее. Обращаем ваше внимание на то, что заключение договора о целевом обучении не является гарантией зачисления на бюджетное место, а только открывает возможность участия в конкурсе на выделенные для приема на целевое обучение бюджетные места. Зачисление на места в пределах квоты приема на целевое обучение также проводится на конкурсной основе. То есть между целевиками тоже будет проходить конкурс. Если у них есть договор на целевой прием, это не факт, что человек будет зачислен. Об этом надо знать. Точно так же и особое право имеющие. У них свой конкурс, у целевиков свой конкурс. И на общие места
это отдельный конкурс. То есть им немного легче, конечно, чем Конечно. да, Там но не так все же много, обычным там не такой большой абитуриентам, конкурс. да, но все же между ними тоже будет проходить конкурс, Конечно. они будут сдавать какие-то вступительные, они не должны сдавать. Нет, почему? Нет. Нет, вступительные, если сдают, у них они по результатам ЕГЭ результатам поступают ЕГЭ, в основном, да. Дело в том, что на общий конкурс остается мало мест, там очень большой конкурс. Ага. Если там 15 человек на место, то на целевой там, допустим, 2 человека на место может Да, быть. ну вот им, конечно, 1,5-2 полегче, но человека. все Им же полегче, они да. должны знать, что это не гарантия зачисления. Да, да. Вот на это хотелось просто мне обратить Но внимание. я думаю, тоже. они Чтобы посмотрят, будут знать, Буду знать, что да. не так все легко. И не Да, так легко да, поступить. Да, конечно. Спасибо большое, Захита Хасановна, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Было приятно с вами побеседовать и узнать много нового для себя. И думаю, наши будущие абитуриенты тоже что-то учли и запомнили. А я напоминаю нашим дорогим телезрителям, что это утро с нами встречал проректор по научной работе Ингурского госуниверситета, доктор химических наук, ответственный секретарь приемной комиссии Захидат Султыкова. Эфир «Утро» продолжается, и не переключайтесь.